Да, готовы мы начинать решающий матч. Заключительный матч группового этапа группы Б. Второй группы, где встречаются лидеры. Команда Мирного против команды Якутска. У Якутска 9 очков, у команды Мирного 7 очков. И вот победитель встречи выходит с первого места. В команде Якутска достаточно ничей. И вот только что завершился матч между командами Усалдана и Мирина Кангаласов. Там миринцы победили с счетом 2-1. И в итоге миринцы выходят с первого места и попадают на второе место. Если вот, допустим, счет закончится в ничью или победой Якутска, то Якутск будет играть против Усалдана, а Мирный уже против Мирина Кангаласа, хозяев турнира. Калачев с Игорем решают, кто будет разыгрывать. Кайсаров в итоге взял, по-моему, мяч. Да, в центре он остался в итоге. Судит Карен, тренер Ленска. Карен Даниэлян. Табло опять заглючило, не работает. Якутск вот, в темно-синей форме, а Мирный светло-синей форме, я бы сказал. Кто разбирается в цветах, можете поточнее назвать эти цвета. Усалдан мега кайда. Да, Мирные молодцы, Мирные хорошо идут. Да, Ленский и Алдан не смогли дать бой этим командам. Мирный победил обоих и сыграл ничью с 0-0 они сыграли в ничью с Джетаем. Якутск победил Джетай 3-1. И обе остальные команды победил со счетом 6-1 и 5-1, по-моему, да? Дальний удар. А нет, 6-0 победили они. Так что Якутск пока что лидер по забитым голам. По пропущенным тоже. Все параметры. Состав объявляет нам, но состав наши зрители могут посмотреть вот по ссылке в описании к видео. Там откроется у вас Google таблица со всеми счетами, с стадами встреч, с таблицей. Также составы команд там есть. Чекир с мячом. Да, вот у нас 17 человек уже таблицу смотрит в онлайне, делают скриншоты и так далее. 4-й номер. Нет, не смог нанести удар. 4-й Якутск, это Кузнецов. Аурдаков, пас на Кислицына. Тут уже Чекир. Да, потихо поддавливает город Якутск. Владение полностью Якутска было. И вот впервые мяч переходит к команде Мирного. Как видим, у Кайсарова небольшая травма на руке. Но ничего страшного. Может он продолжать игру. Кайсарову, по-моему, уже лет 50, да? Кто точно знает, скажите тоже в комментах. Ну, я так посчитал, вот одну старую новость нашел. Вот 8 лет назад ему было 42. Так что поздравляем Игоря Кайсарова с юбилеем в этом году. У Якутска тоже есть свой ветеран. Это Калачев Андрей, но он, конечно, помоложе.
80-го года рождения. 43 года Толчеву. Отворот. Пока что счет 0-0. И табло вроде как починили. 4 минуты прошло. Да, в следующем году, вот говорят, подсказывают. Спасибо большое. Также из ветеранов в этом турнире участвует Мансур Мубаракшин, Мирина Кангаласа. Ему тоже за 50. Да, трибуны немножко успокаиваются после вот предыдущей встречи. Ни на секунду не замолкали трибуны. Миринцы против Усалдана. Жаркая была встреча. Обе команды все равно выходят в полуфинал, как и вот эти команды. Якутск и Мирный будут встречаться с заречными командами. И выяснять, кто же выйдет в финал, кто уже попадет в малый финал, бронзовый финал. Денис Юргин пас отдавал на Зубарева. Зубарев ударил, но выше ворот. Также вот вышел Калачиков и Чекир. А у Мирного вышел Лопушнян. Так. 10-й номер бил. Оу, замкнуть в конце не смог там. Номер 13. Юргин Денис. Лопушнян Андрей вышел. Так, номер 10 это у нас Инамжанов Эльдар. Так, 9-й номер это Мирошниченко Сергей. И 8-й номер Беломеснов Владислав. Сегодня уже Мирный играл. Они играли против команды Алдана и победили 8-0. А пока что рекорд. Самая крупная победа в этом турнире. И почти все игроки, да, забили в том матче. Ух ты! Красоту делает Юргин Денис. Счет становится 1-0 на 6-й минуте. Лопушнян, то есть хороший пас. 8-й номер не смог замкнуть. 0-1 давайте запишем. Да, Юргин просто красоту сотворил. Можете перемотать, посмотреть. Только у зрителей нашего YouTube-канала есть такая возможность, потому что в Инстаграме перемотать видео невозможно. 9-й номер фалит. И первый фол. Чекир пострадал. Снова падает Чекир. А Марченко там недоволен. Тренер города Якутска. Так, пошла атака дальше. Все в порядке. Вот Чекир. Пас назад. Кислицын Алексей. Номер 2. Он так. Первый день точно пропускал. Падает Кислицын и фол. Да, второй фол.
Фиксирует судья. Штрафной удар. Кислицын сам же будет пробивать. Может пас отдать. Да, пас последовал. 4-й номер вышел Кузнецов. Также 5-й Каурдаков. Скидка назад. Кислицын бьет. Отворот. Не попал по воротам. Ну-ка, номер 8, Беломестнов, пошел вперед, дал Лопушняну. Вышел номер 5, Кириченко. И также Каримов. Команда Мигнова. Вот он, Лопушнян. Вратарь Захаренко Владимир. Играет он в команде Ирбис. В высшей лиге чемпионата города Якутска. Каурдаков идет вперед. Играет у него мяч. Хороший пас на Кисицына. Кисицын центр. Кисицын под правой ногой. Полупрострел, полуудар. Но отворот. Мартынов Василий. Да, видели вы, что в протоколе он был записан Иван. Кто-то ошибся, выполняя протокол из команды Мигнова. Но меня в комментариях поправили. Так что Мартынов теперь Василий. Так, какой-то вопрос я пропустил. Давайте переключусь. Кто выиграл, Мегина или Усалдан? Мегинцы выиграли со счетом 2-1. Запись есть. Также можете посмотреть результаты матчей и видео матча вот в прикрепленном сообщении. В описании к видео есть вот ссылочка. Там в ссылочке есть все результаты матчей. Также я обновил сразу таблицу. И там же приложил ссылочку к матчу. Матч был очень напряженный. Просто до последней секунды там борьба шла. Но, конечно, никто не расстроился. Потому что обе команды выходят в полуфинал. Третий номер. Пас отдал? Нет. Успел вернуться Буторин и отправлять мяч на угловой. Больше 400 человек в онлайне нас смотрело. Вот предыдущий матч. А сейчас вот цифры вернулись к обратным 100. 140 сейчас. Оу, красиво бил. 12 номер Калачиков. Да, конечно же, если есть возможность, лучше вживую посмотреть весь футбол. Ну-ка, Зубарев, Калачиков, центр. Тут Кайсаров вышел. Да, кстати, Кайсаров. А, нет, он начинал игру. Зубарев, отличный пас. Скидка назад. Тут Юргин. Юргин через кашет попытался ударить. И снова Кайсаров. Никита Никитин. Левой. Но мимо.
Так, у нас потолочную конструкцию мяч задел, поэтому аут будет. Счет тут 0-1. Ведет город Якутск. Забил Юрген Денис. В Мегельцах счет был 1-2. Мегельцы победили. Всю информацию, напомню, можно посмотреть в описании к видео. Гин ошибается в пасе и бил номер 11, но мимо. Белый Артем наносил удар. У Мигнова предыдущий матч очень хорошо получился. Просто вот все пасы у них проходили против Алтана. 8-0. Что говорит сам за себя. Крупнейшая победа на турнире. Никитин на Кайсарова. Сюда на Буторина. Буторин. Бил Чекир, но вратарь на высоте. Ну-ка. Буторин не справился с пасом Мартынова. Четвертый номер. Хорошо. На перехвате. Кайсаров. Кайсаров все еще с мячом. И аут. Нет, мяч Чекиру достается. Городу Якутску. Илья Чекир. Скидывает вперед. Далеко. Кислицына. Да, кажется, у Аймекана тоже был игрок с фамилией Кислицын. Ну-ка, Чекир пошел вперед. Не смог он переиграть вратаря. Мяч покинул поле. Да, все подустали. Четвертый матч за 3 дня. В предыдущих матчах, допустим, очень много раз делался врач, там заморозить небольшую травму. Ну, Салданка это да. Да, никому не надо выстраиваться, что вот в этом матче и вот в предыдущем матче кто-то уступил или победил. Потому что обе команды... Ну-ка, Никита Никитин. Нет, не успел он. Перегресс вышел. Захаренко. Demiş. А, ничего страшного. Ну, в высшую лигу надо вам это, не знаю, скинуться. Все же у нас платное. Никитин рядом со штангой. Мальчиков. Зубарев. Юркин.
Ефремов. 0-1 пока что счет у нас. Якут забил. Забил Евгений Денис. Можете перемотать. Да, почти в самом начале. Это минуте на 5-й, наверное. Очень красиво забил. Ну-ка, Зубарев. Бил, но Лопушняк на пути мяча. Лопушнян отправляет мяч на трибуну. Toch проблема такой. Комбат гита. Все трансляции платные. Он это. Еще лига. Пас! Нет, угловой еще один. Чтобы вести трансляции с высшей лиги, нужно оплатить услуги оператора. Там, если интернет, я вот точно не знаю, 964 обычно проходит матч. Вообще, на моей памяти ни разу высшую лигу еще не транслировали. Вот Кубок города, Кубок главы, да. Первую, вторую лигу тоже транслируем. Вторую лигу Республики Саха-Якутия, конечно же, а не города Якутска. Также мы сами. Ух ты, хороший момент. Третий номер. Вратарь спасает. У каждой команды есть возможность, да. Допустим, мы сами во второй лиге играем и сами свои матчи снимаем, выкладываем. Все матчи от нашей команды мы имеем возможность смотреть. Карен начинает спорный мяч. Шел в атаку. Вниз. Юргин. Да, помню еще момент, когда Юргин играл в третьей лиге. Представляете, город Якутска. За команду «Газовик». Там стал он лучшим бомбардиром и сразу шел на повышение в высшую лигу. Команду «Ирбис». Да, вот такой вот социальный лифт футбольный. Сейчас третья лига в Якутске расформирована и объединилась с второй лигой. Второй лиги в Якутске. 30 команд, ну, может 27. А в первой и высшей лиге по 10 команд города Якутска играет. И вот, допустим, сборная города Якутска представлена чисто игроками высшей лиги. Ну, по-моему, да, в Союз Авто, извиняюсь. Кроме Зубарева. Зубарев вот в Фортуне в первой лиге играет. Да, наверняка у команды Мирного тоже свои внутренние соревнования есть. Может, кто знает, напишите в комментариях, сколько команд играет и так далее. Ребята, видно, что с мячом давно знакомы. Про Алдан как-то вот пару лет назад рассказывали, что у них Якутск берет перерыв. Олег Михайлович Марченко за 2 минуты до конца первого тайма берет перерывчик. Возможно, будет пятый выходить. Смотрим. Да, про команду Алтан говорили, что они участвуют тоже в своих соревнованиях. Среди, видимо, добывающих команд, шахтерских команд.
қасан жақтақ? Қасан жақтақ? Алтан айтында. Ешкілік. Ән? Спира. Флеш интервью беранды. Ayda. Öyle. Bugün evet verdim daha ne? Evet bince geldim. Durmanı görelim. Tamam, yine durmalı böyle. Maşa falan. Ну-ка, Чекиру мяча. О, по-моему, это пас был на дальнюю. Точно. Ben maqtagan bari ko'rsatdi. Это онлайн. 400 bianca онлайн. Вообще есть. Рекорд. Ага. Блин, қалай 100 bian. Залдағаны жигері. Ага. Ол жатай студент ыргытта вообще. Бит таких вот. 0 это вообще зритель. Садимый. Пас вперед. Ну-ка тут Кузнецов. Чекир назад. Лопушнян перехватывает мяч, идет вперед. Лопушнян все еще с мячом. Пас отправляет. И отсюда удар, но мимо. Да, спасибо большое за хорошую оценку нашей работы. Мы стараемся. На второй лиге World of Wolf. Во второй лиге кого с фаворитом? Во второй лиге города Якутска ду, республики Саха-Якутия ду. Во второй лиге. Ну, смотря кто заявится. А так намцы, конечно же. Пестрюков, если будет за намцы играть, намцы будет всегда фаворитом. Ангалас всегда хорошо играет, но Ланг, допустим, играет за Жатай, поэтому без Ланга Ангалас тоже не знаем, как будет смотреться. Полуфинальные пары будут известны после этого матча. Если матч продолжится так же, то полуфинал будет Якутск против Усалдана и Мирный против Мегинцев, Мирных Ангаласского Уса. А вот я точно не знаю, Нерингри, Аймекан и так далее. Нерингри там, Демин, да, Демин, отличный игрок был. Если все заявятся, посмотрим. Заявочная все еще идет до 7 марта. О, за 6 секунд до конца берет Кайсаров. И сейчас хитро разыграют. Команда Ленска пошла переодеваться. После этого будет Ленск играть против Алдана, да? По-моему, так. Да, Алданский, Ленский после этого. Смотрите. Якутск ведет 1-0. Якутск, даже если проиграет, да, выходит со второго места, имея в активе 9 очков. У Мирного прямо сейчас 7 очков. Но вот если вот как-то камбэк сделают, то выйдут они, ну, вот как, получается, как и прошлый матч. Обе команды уже вышли в полуфинал. Просто решают теперь, кто выходит с первого места, а кто со второго. СФУ занял так, какое место?
третье место вот в первой группе. Они называются «Сибирские медведи». У них 6 очков в активе. Да, тут, не знаю, пас-удар или просто удар. Тут особо много не придумаешь. Посмотрим. Возможно, пас-удар. Пас. И вот 3 секунды на удар. Нет, ничего не придумали. И время. Перерыв. Да, чем брали время. Спасибо большое за диалог. Да, респект. До 7 марта в полтиннике. 7 марта будет вот итог заявочной кампании второй лиги. И вторая лига начнется с 8 марта. Так что 8 марта у нас будет не только Международный женский день, но и день открытия второй лиги Республики Саха-Якутия по мини-футболу. Да, вот по ссылочке вот в описании еще раз покажу. Рычков будет, говорят, за негры. Да, посмотрим. Рычкова, если что. Вот здесь вот внизу есть ссылочка под видео, где вот мы смотрим. Вот если сюда нажать, давайте попробуем нажать. Вот, открывается загрузка. И вот тот самый файл, про который я рассказывал. Вот прямо сейчас вот 7 человек смотрит. Таблица. Вот. Тут таблицы тоже до заполнения. Один матч остался. Ну, 2. Первые места уже будут известны. И потом уже Ленск против Алдана. Все счета расписания вот оно. А также есть вот ссылочки на игру. Вот нажимаете вот на циферку 1 и 2. И появится видео матча. Да, вот также завтрашнее расписание. Вот, будет известно после матча Алданский-Ленский, кто займет 4 и 5 место, кто будет играть завтра с утра. 10 с 11. Завтра у нас 5 матчей. Сегодня у нас 7 матчей. Вчера 7 матчей. Первый день 6 матчей было. Завтра 5. И послезавтра 4 матча. Да, уже большая часть турнира у нас пройдена. Кстати, вот за музыку, видимо, у нас YouTube кидает страйк, который сейчас играет. И поэтому потом видео блокируется. Сейчас даже покажу. Вот авторские права, ограничения, видите? И поэтому в открытом доступе его нету, только если вот имеете ссылку. Ссылка, кстати, вот можете получить вот по файлу, который вот в Excel до этого я показывал. А то вот Жатай Ленский вы введете в поиске, вот его не будет в YouTube в открытом доступе. Только если вот нажмете сюда, Жатай Ленский, вот он. А если вот здесь уже нажать, так, чук. Да, вот тогда уже видно вот его. Ну-ка, перерыв у нас закончился. И второй тайм. Решающая игра, напомню, второй группы. Обе команды уже вышли досрочно в полуфинал. И решают между собой, кто же выйдет с первого места и кто со второго. Якутск пока ведет после перерыва 1-0. В первом тайме где-то на 5-й минуте они забили. Забил Денис Юргин. Вторая лига, да, будет транслироваться. Вторая лига со мной уже договорились, так что да. Опять так же качественно попробуем. Да, как всегда сделать такую же таблицу, составы и так далее. Вот, кстати, насчет вот трансляции вот первой лиги. Вопрос стоял до последнего дня. Попытался Никита Никитин ударить, но вратарь спокойно забирает мяч в руки. И только за день до начала соревнований со мной договорились, вышли на меня. Конечно же, поэтому не успели мы настроить Wi-Fi и так далее. Первый тайм первого матча, поэтому очень плохое качество. Пока тут настроили розетку, интернет и так далее. Ну, на финалы, видите, дополнительных расходов, не знаю, не предусмотрено. А если бы был отдельный оператор, у меня руки были бы свободны, я бы здесь табло, прям плашку сделал бы наверху. Вот, ну, как все мы знаем, как все привыкли.
Сейчас я даже пытаюсь показать. Вот тут, ага, вот здесь наверху была бы плашка со счетом, с временем. И даже там я уже приноровился. Дальневосточную юношескую футбольную лигу я вот, комментирую, снимаю. И там я уже поэтому изловчился уже составы вводить. Рекламу даже могу вводить и так далее. Хороший дальний удар. И нет, на добивании не успел Чекир. Кисицын наносил удар. Так, спасает. 2 минуты уже второго тайма позади. Зубарев нет, еще не забил. Забил Денис Юргин. Юргин келе. Можно играть. Судит встречу Даниэлян Карен. Тренер, играющий тренер команды Ленска. Ну-ка, вот он, Зубарев, которого спрашивали. 9 номер. 13 это Евгений Денис, который забил гол. Единственный гол пока в этой встрече. Никита Никитин отбирает мяч, идет вперед. Можно пас отдать направо. Пас не получился. На Эльдара. Пас вперед. Точно. Кайсаров снова на поле. Кайсаров и Намжанов. Также, так, 9 номер. Мирошниченко и 11 номер. Белый Артем на поле. Ух ты, хороший пас. Вот Белый не успевает, потому что вратарь убегает на перерез. Кайсаров с мячом сейчас. Ну-ка, по левому флангу пошла атака. Пас не получился и аут. Да, бегут минницы отыграться. Так, Жанов. Кайсарова игра. Кайсаров отправляет вперед 8 номера. 8 номер. Оу. Не догоняет мяч. Да, вратарь его немного Захаренко напугал. Как-то вот как будто бы в полную силу пока они не играют. Вот, допустим, вот Зубарев просто супер техничный. Умеет делать вещи, которые мало кто умеет, наверное, в якутском футболе. Хорошо, вот видели. И четко сделал Зубарев. Красиво обыграл на фланге. Отдал пас на Ефремова. Но Ефремов уже с близкого расстояния погодить ворота не сумел. Бьет. Так, Денис Юргин. Но попадает в игрока. А тем командам, которые заняли 5-е места, не надо отчаиваться. Еще впереди 2 встречи с 4-м и 5-м местом соседней группы, где можно оба матча выиграть и занять уже безопасное 7-е место, допустим. 7-е, 8-е место. Потому что вылетают только
9 и 10 места. Так что вот, да, не надо думать, что вот матчи между пятыми местами это вот ничего не значащие матчи. Это самые главные решающие матчи. Кто же останется в следующем году в первой лиге, а кто вылетает во вторую. Пас, ну-ка. И Кислицын бил, но выше ворот. А, на трибунах. Сергеева с якутской команды. Зари имеется в виду. Да, Заря сейчас играет из города Москва, поэтому, к сожалению, вот я не смотрел матчи Зари. А очень многие игроки, вот участвующие в этом чемпионате, играли в Заре. Тот же Демин, Афоня Федоров и так далее. Также ветеранов якутского футбола. Калачев. Вот Ланг. Да, Алмаз против Зари. Отличные были матчи. Стадион был полный, полтинник. А кто же знал тогда, что это были лучшие времена якутского мини-футбола, когда в республике Саха-Якутия было 2 мини-футбольных клуба, представленные командами первой лиги. Далее. Хороший удар наносил, 9 номер. Да, даже приезжали, помните, к нам в город Якутск, полтинник против команды Зари. Команда Динамо, чемпион России, за которую выступали игроки сборной России, которые в чемпионате мира были представлены. Бразильцы, Сергей Сергеев. Имею в виду бразильцы и Сергей Сергеев. Соколов вышел. Да, я тогда успел фотографироваться и с Нанда. Сигимбарде? Сигила. Ага. Густаво. Да, вот. Лучшие игроки. Пулар, вот, ага. Хорошо. Лопушнян вышел вперед и ой-ой-ой, мимо ворот. Да, немножко помешал ему Соколов, видимо. И Лопушнян не смог поразить ворота. Счет все еще 1-0 в пользу города Якутска. 15 минут еще во втором тайме. Вот, игра. Так. Обе команды вот, при идеальных условиях все равно еще раз встретятся в финале. То есть, если оба выйдут, вот, пойдут свои полуфиналы. Пополам 1-0 всего лишь стало. За 15 минут до конца. Ну-ка. Перед мячом Каримов. И... По-моему, там... Беломестном вроде. Каримов будет бить. Пас отдал Беломестному. Еще раз пас. И удар не получился. Заблокирован. Сахаренко забирает мяч. Юрген Денис, автор единственного гола. С мячом перед вами. В Мирный и Тюмень. Да, в Мирном, к сожалению, я в матчах не был. Могу говорить только за город Якутск. Да, вот Зарю. Против Зари приезжали играть. Да, еще по большому футболу. Да, к нам против ФК-Якутия приезжали СК Хабаровск, когда еще играющий ФНЛ. И бразилец там был, который $1 000 000 стоил. Леонардо, по-моему. Ну-ка, Зубарев. Денис. Палачиков. Нет, аут. И снова Кайсаров на поле.
Кириченко не понял сейчас. Или Кайсаров не понял. Друг друга, в общем, они не поняли. И пас получился неточный. Ух. Ошибается при приеме передачи. Зубарев. И вот мяч переходит к команде Мирного. Да, Мирный тоже вот футбольный город, мини-футбольный. Любит там футбол. Хороший пас, Никита Никитин. Падает Никита. И пошла уже атака в другую сторону. Юрген Денис. Кайсаров. Да, плечо в плечо. И падает Кайсаров. Да, знал Кайсаров, что фол будет. Специально остановился. Да, он даже вот немножко посмотрел, может перемотать. Взгляд назад бросил. Зубарев. И в подкате номер 3 Буторин. Денис. Каурдаков. Евгений снова. В центре дает, но никто туда не зашел. В случае ничей Якутск выходит с первого места. Будет у них 10 очков. А у Мирного будет 8 очков. 2 победы и 2 ничьи. Идет сам. 11 номер. Хорошо прошел и падает. Каурдаков фалит. И уже 3-й фол. Да, замаячил. 6-й фол. Да, призрак 6-го фола, который будет наказываться. Да, Каурдакову Карен сказывает. И желтая карточка. Хорошо. Даниэлян. Играющий тренер вот Ленского показал желтую карточку. Да, читал 5 метров. Каурдаков Дмитрий получает желтую. Побежал Косицын. Попробовал ударить. Мимо. Алдан активно разминается. У них тоже заключительная встреча против команды Ленска осталась после этого матча. Смотрите на нашем канале. Созвон. Аут. Никита Никитин на Игоря Кайсарова. Снова Никитин. Пас на Артема Белого. Артем Белый. В центре рассосался. Также вот Буторин Станислав на поле. Да, Мирный отлично смотрится. Пока что лучше всех соперников города Якутска. Якутск и против Алдана, и против Ленска, и против Жатая сыграл. Всех. Они уверенно победили. А тут вот как-то игра совершенно равная. Мирный, допустим, против Жатая не был так убедителен. Казалось, что они смогут дать бой городу Якутску. Да, там такой. Ну, общий счет говорит сам за себя. 0-0 там был счет. Прямо скажем, не самый интересный матч был. Сегодня был сыгран. А нет, вчера с утра был сыгран. Успевает, ага, Буторин. Хорош. Станислав Буторин. Срывает аплодисменты немногочисленных зрителей. Никита Никитин.
Хорош при приеме. Центр к Буторину. Никитин. Может быть левой. Вратарь забирает мяч в руки. Кислицын. Тут Каурдаков. Каурдаков уже желтая карточка есть. Олег Михайлович требует смену. Да, заменяется команда Мигнова тоже. Входит Юргин, Калачиков. Так, это у нас Ефремов и Зубарев. А у Мигнова и Намжанов, Никитин. Так, Мирошниченко и Каримов на поле. Да, если есть время, обязательно посмотрите матчи Мерина Конглас против Горного. Вот там просто шедевральные голы были забиты. Также просто огонь встречи была вчера, последняя заключительная встреча. Среднеколымска против Уселдана. Уселдан там закамбэчил со счета 2-3 проигрывая. Они смогли выиграть 5-3. Да, там и удаление было. Там споры с судьей очень активные. В общем, да. И Намжанов с Каримовым. Теперь на Никитина. Пока Мирошниченко не задействован. Пас назад. Калачиков ошибается. Центр. Падает игрок. Свисток молчит. И Зубарев идет вперед. Нет, Намжанов отобрал мяч. И мяч в руках вратаря. Намжанов. Под левой. Левый бьет. Такая спокойно ловит. Юргин. Кислицын. Чекир. Закидушка. Ну-ка, Юргин. Вот так. Да, Даниэля свой командирский голос показал. Да, всем накричал, и никто спорить больше не стал. Намжанов. Дальний удар. Заблокирован. Хорошо достал мяч Денис Юргин. Юргин. Ух ты! Юргин делает дубль. И счет 2-0.
Денис Сюргин. Да, обязательно пересмотрите. Есть такая возможность. Да, не откажите себе в удовольствии, как сыграл до конца Денис Сюргин. Вроде бы уже потерял мяч, но пошел до конца и вот с острого угла забил. Уже никто не ожидал, что сможет оттуда он точно сильно пробить. Теперь Чекир. Да, Чекир. Пас отдает назад к Сицыну. Теперь уже мирный берет перерывчик. 3 минуты до конца. Да, скорее всего, 5-го будет вводить. А мы давайте посмотрим на забитый гол. Почему бы и нет? Целая минута у нас. Вы сами также можете перемотать. А, нет, это первый гол будет. Вот видите. Так, еще раз покажем. Закидушка от Чекира. И вот внешней стопой забивает мяч Денис Сюргин. Первый мяч. А Якут займет первое место. Но... А вот как раз таки второй гол. Я сразу быстренько нашел. Вот Евгений Денис шел вперед. Шел до конца и оттуда пробил вот с острого угла. Вот отсюда. Кинжальный удар. Да, пока не стали 5-го выводить игроки Минного. Но вратарь пошел вперед. Пятым полевым игроком будет сам вратарь. Обычно как бы надевает форму полевой игрок. Нет, мяч еще не ушел. Хорошо, распасовывается. И бьет. Никита Никитин еще раз бьет. И аут. Да, как видите, Ленский уже готов. В красной форме. И Алдан. Да, Алдан уже готов был в желтой форме. Видимо, они в коридоре там разминаются. Сзади их не видно. Закидушка вперед. Намжанов. Закидушка вперед. Вратарь забирает мяч. Вот 2 минуты заключения пошли. Время чистое. Пас вперед. Соколов. Ярослав. Ясик бьет, но вот так тащит. Ярослав пас отдавал, но не точно. Кайсаров. Хорошо, пяточкой Кайсарову. И в мяч, да? Да, в мяч сыграл. Соколов. Аут будет. Ну, Кайсарову никто не спорит, что было больно. Но, по-моему, в мяч сыграл, да. Да, можете перемотать, убедиться. Аут. Минуту 27 еще играть. 2 мяча нужно отквитать минницам. Даже 3, чтобы уверенно занять первое место. Даже 2 гола не обеспечивает первое место. Саров. И отсюда можно было забивать. Но вратарь просто чудо сотворил.
после удара Никиты Никитина. Я, видимо, палец повредил. Вратарь спасает этот мяч. Ничего страшного, говорит, доиграю. Сквозь боль. Ну-ка. И Намжанов сильно побил, но не точно. Аут. Минута 0,5 еще. Да, Якутск, скорее всего, занимает первое место и попадает на команду Усалтанского УСа. Матч не будет простым. А команда Мирного попадает на хозяев турнира. Кайсаров падает. И это фол. 4-й фол. Ух ты! Всем бы в 50 лет, да? Без рук вот так вставать. С прыжка. Кайсаров, красавчик. Попробовал ударить. Да, аплодисменты Игорю Кайсару. Настоящий фанат футбола. Угловой. 25 секунд. Могут еще забить ребята с Мирного. ПНБ ключики к воротам. — 23 секунды. Время еще есть. Секунд. Да, после этого матч, видимо, никому не интересен. Люди покидают трибуны. В принципе, уже понятно, тоже 5 секунд осталось. Закидушка вперед, Никита Никитин. Пяточкой. И время закончилось. Поздравляем команду города Якутска с очередной победой. 4 матча, 4 победы в группе. Команда Мирного будет играть в полуфинале с командой Мегинцев завтра. Обязательно оставайтесь с нами. Если есть возможность, приезжайте в спорткомплекс «Парус» в Жеместяхе и посмотрите все вживую. Спасибо, что были с нами. До свидания. Через минут 10 начнется матч. Будем транслировать Алдан против Ленска.